Жене Далеры Эмомали разрешили свидание с мужем всего на 10 минут. Россия ратифицировала договор с Таджикистаном о пенсионном обеспечении. Суд США отклонил претензии литовской компании к Таджикейру. Во внешнеторговом обороте Таджикистана основное место занимают страны СНГ. Родным известного блогера и журналиста Далеры Эмомали, находящегося под арестом, разрешили свидание с ним. Жена блогера была на свидании с ним в СИЗО в Душанбе. При этом встреча длилась всего 10-15 минут. Родственники сообщили лишь, что с Далером все в порядке. Между тем, следователи до сих пор не разрешили свидание с родными другому арестованному блогеру, соавтору репортажа Далеры Эмомали Абдулло Гурбати. Он обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника милиции, при этом Абдулло Гурбати категорически отверг все обвинения. Спустя 2 недели после ареста 2 журналистов власти до сих пор не сделали официального заявления. На дело Далеры Эмомали наложен грех секретности, а его адвокат сообщил, что он не имеет права раскрывать подробности дела своего подзащитного. Госдума России 28 июня ратифицировала договор с Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Договор, подписанный 15 сентября 2021 года, основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные на их территории. Договор распространяется на лиц, являющихся гражданами России и Таджикистана, а также членов их семей. В предмет договора входят все виды страховых пенсий, накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии, социальное пособие на погребение. Социальные пенсии назначаются и выплачиваются при условии проживания граждан на территории Российской Федерации, а социальное пособие на погребение выплачивается той стороной, на территории которой осуществлено погребение. Апелляционный суд США по округу Колумбия отклонил претензии литовской компании Skyride Leasing на сумму $20 миллионов против национального авиаперевозчика Таджикистана Таджикейр. Американский суд удовлетворил ходатайство Таджикейр, отказавшись рассматривать заявление о признании и проведении в исполнение арбитражного решения Вильнюсского суда. Отмечается, что Skyride Leasing инициировала арбитражное разбирательство в сентябре 2017 года, обратившись в Вильнюсский коммерческий арбитражный суд. Согласно судебным материалам, причиной спора стала задолженность по ежемесячным платежам за аренду таджикским авиаперевозчикам 2 самолетов Boeing компании Skyride Leasing. В апреле 2018 года арбитраж вынес решение в пользу Skyride Leasing, полностью удовлетворив заявленные требования. Напомним, что Таджикейр уже несколько лет испытывает финансовые трудности и фактически не работает уже 2-й год. Авиакомпания задолжала около $1 миллиона в виде налогов и других платежей. В июле 2020 года правительство Таджикистана списало около $2 миллионов долга Таджикейра. В настоящее время в штате авиакомпании числится всего лишь несколько руководителей. Всех остальных сотрудников с 2018 года отправили в неоплачиваемый отпуск. Внешний торговый оборот Таджикистана со странами СНГ составил 52,2% от общего объема всего товарооборота. По статданным за 5 месяцев этого года размер торгового оборота между Таджикистаном и странами Содружества составил $1 миллиард 429 миллионов, при росте на 31% или на 338 миллионов 300 тысяч долларов, чем годом ранее. Размер экспорта таджикских товаров в страны СНГ составил 329 миллионов 400 тысяч долларов, что в 1,7 раза больше, чем в январе-мае прошлого года. Импорт из указанных стран составил 1 миллиард 99 миллионов 600 тысяч долларов. Таким образом, дефицит торгового баланса составил 770 миллионов 300 тысяч долларов. Всего же внешний торговый оборот Таджикистана с начала этого года составил более 2,7 миллиардов долларов. Сумма импорта составила более 1,8 миллиардов долларов при росте на 26,7% или на сумму 398 миллионов 400 тысяч долларов. Экспорт же товаров составил 848 миллионов 200 тысяч долларов при снижении на 25% или на 283 миллиона 300 тысяч долларов, чем годом ранее.